эфире программа «Актуальное интервью», студия Анастасия Кобызева. Более 1000 человек принимают участие в 7-м открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». Он проводится на 29 соревновательных площадках в 10 муниципальных образованиях республики. О том, что дает чемпионат для молодых профессионалов, какова динамика его развития, насколько конкурс отвечает запросам экономики региона, мы поговорим с гостем студии, руководителем управления регионального развития Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» Максимом Дмитриевым. Максим Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Региональный этап «Молодые профессионалы» у нас в Якутии проводится уже в 7-й раз. Насколько, на ваш взгляд, повысился его уровень за эти годы? Да, чемпионат действительно происходит уже 7-й раз в республике. Он начался впервые в 2013 году. Нужно сказать, что Якутия вошла в десятку первых регионов, вступивших в это движение. Российская Федерация также вступила в это движение в 2013 году. Рост количества компетенций, то есть под компетенцией мы понимаем направление подготовки в среднем профессиональном образовании. Вот рост, динамика у нас примерно удваивается ежегодно в Республике Саха-Якутия. То есть если начали с 6 компетенций в 2013 году, в следующем году их было уже 13, затем более 20. И вот затем 42, и вот сейчас конкурсанты состязаются по 54 компетенциям для взрослых, ну, для студентов, да, совершеннолетних, и 54 юниорским компетенциям. То есть более 100 компетенций, вот, и более 1000 участников. А можно ли говорить о том, что с каждым годом количество компетенций будет расти? Скорее всего, количество компетенций будет расти. Я сейчас уверенно не могу сказать за Республику Саха-Якутия. Но здесь нужно понимать, что нет смысла гнаться за количеством компетенций, потому что в Республике Саха-Якутия модернизация среднего профессионального образования происходит в соответствии с приоритетами социально-экономического развития. То есть республика определила для себя точки роста, экономического роста, и в соответствии с этими приоритетами готовит кадры, то есть развивает материально-техническую, экспертную базу, преподавательский состав, развивает именно по тем направлениям подготовки, которые востребованы. А что дает самим ребятам участие в WorldSkills? Ну, сами конкурсанты, помимо того, что приобретают навыки конкурсные, да, находят новых друзей, общаются с профессионалами, узнают новое что-то в своей профессии, они также не ограничиваются работой только во время чемпионата, прохождения самого чемпионата. В течение года они осваивают свою профессию на том учебном лабораторном оборудовании, на котором им предстоит затем состязаться на региональном этапе чемпионата, ну и осваивают свою профессию на самом современном оборудовании в течение года. А как работодатели относятся к чемпионату? Есть ли у участников WorldSkills какие-то привилегии при поступлении на работу? Да, я понял вопрос. На самом деле стандарты WorldSkills, о которых мы так много говорим, это не только трансляция лучших мировых практик в образовательный процесс, в систему подготовки кадров, это и развитие, очень серьезное развитие экспертного сообщества. Экспертами являются не только мастера производственного обучения, преподаватели образовательных организаций среднего профессионального образования, но и представители как раз предприятий работодателей. Здесь мы на это делаем очень большой упор, потому как не им знать те новшества, те актуальные требования к квалификации выпускников, какие вот несут они как работодатели. Вот они активно принимают участие в наших чемпионатах, они пристально следят за результатами. Можно сказать, что победители чемпионатов однозначно находят работу по окончании своих образовательных организаций, их присматривают уже на этапе соревнований, потому что уже видно и мотивированность участников, и их знание своего предмета, видно качество выполняемой работы. Давайте вернемся к компетенциям. Какие наиболее актуальны из представленных для нашей республики?
В республике есть так называемый перечень топ-регион, то есть перечень наиболее востребованных для республики профессий и направлений подготовки в среднем профессиональном образовании. Как я уже сказал, это связано с приоритетами вообще социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Но это прежде всего и горнодобывающие специальности, и такие специальности традиционно популярные, например, как ремонт автомобилей, поварские компетенции, кондитерские. То есть это сфера услуг, горнодобывающие промышленные специальности, специальности, связанные с информационными технологиями. Ну, вот такие традиционные, я бы сказал, направления подготовки. А какие компетенции наиболее востребованы в России? Ну, в Российской Федерации также есть топ-50 наиболее популярных, скажем так, и востребованных профессий. Они, в принципе, наверное, совпадают во многом с теми приоритетными направлениями подготовки, как и в Республике Саха-Якутия. Ну вот, как я сказал, здесь есть специфика в республике. Это промышленные, добывающие компетенции. Но нужно сказать, что также в республике вот в последние годы популярно и хорошо развиваются медицинские компетенции, такие как медицинский социальный уход, лабораторный анализ. Но это связано прежде всего с тем, что республика готовится активно, видимо, активно строить медицинские объекты, то есть и ведет уже подготовительную работу по подготовке вот младшего персонала. А какое место занимает наша республика среди регионов в рейтинге развития движения WorldSkills? Республика Саха-Якутия традиционно входит в двадцатку лучших регионов. На сегодняшний день в медальном зачете именно национального чемпионата Республика Саха-Якутия занимает 16 место. Но нужно сказать, что мы составляем рейтинг регионов не только учитывая медальный зачет, есть у нас еще так называемый топ-100 образовательных организаций России. Среди критериев мы учитываем не только медальный зачет, но и участие в различных активностях, которые занимается наш союз, союз «Молодые профессионалы». Вот это и ранняя профориентация школьников, да, это и новое направление, у нас новая ветка чемпионата «Навыки мудрых», это конкурс 50+, то есть профессионалы тем, кому за 50. Вот. Также у нас есть ветка чемпионатов хай-тек, то есть это чемпионат для представителей молодых рабочих крупных компаний, таких как, например, Росатом, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация и так далее. Также у нас есть чемпионат ежегодный, мы проводим его в Казани, Digital Skills, чемпионат по информационным компетенциям. Получается, в целом 16 место в рейтинге – это хороший результат. Это хороший результат. Нужно сказать, что в нашем движении участвуют все 85 субъектов Российской Федерации. Есть безусловные лидеры. Это, конечно же, Москва, это Республика Татарстан, это Краснодарский край, Тюменская область, Челябинская область. Но Республика Саха-Якутия очень активно участвует в движении. Нужно сказать, что правительство республики уделяет в последнее время очень серьезное внимание развитию именно материально-технической базы. То есть выделяются дополнительные средства на переоснащение вот именно и не только конкурсных площадок, но и учебных лабораторий. Таким образом, движение WorldSkills – это не только чемпионатная история, это история модернизации вообще в целом оснащения среднего профессионального образования новым, современным, актуальным на рынке оборудованием. А что нужно Якутии для того, чтобы попасть в тройку лучших? Чтобы попасть в тройку лучших, нужно прежде всего, помимо оснащения материально-технической базы, больше работать с развитием экспертного сообщества. Вот мы проводили исследования в прошлом, позапрошлом году, пришли вот к парадоксальному выводу, что в целом по России более половины преподавателей, мастеров производственного обучения, к сожалению, не проходили повышение квалификации за последние 10 лет вообще ни разу. То есть вот о каком качестве подготовки мы сейчас можем говорить. То есть не все решает железо, не все решает оборудование. Прежде всего
это преподавательский состав, мастера производственного обучения. Вот нужно думать прежде всего о том, как и удержать их в специальности, да, и как привлечь их, как привлечь молодых специалистов. То есть это и вопросы заработной платы, и социальных каких-то гарантий, социальных пакетов. Вот над этим, наверное, нужно республике сосредоточиться в ближайшем будущем, в самом ближайшем будущем. Участники чемпионата – это молодые люди в возрасте до 21 года. А что делать тем, кто не попал вот в эти возрастные рамки? Ну, как я уже сказал, у нас есть большое направление юниорское, то есть это школьники. Вот, для них проводится по тем же направлениям подготовки, по тем же компетенциям, также отдельный конкурс на тех же площадках. Вот, я приглашаю всех сейчас посетить эти площадки чемпионата, посмотреть, как это проходит. Это есть очень зрелищные компетенции. Видно, как ребята состязаются, осваивают новое оборудование. Помимо юниорской ветки также есть, как я уже сказал, конкурс для молодых специалистов, вот, и для категории за 50. Что можете пожелать участникам нынешнего чемпионата? Участникам я хотел бы пожелать как бы целеустремленности, прежде всего, в освоении своей профессии, новых знакомств, более как-то осваивать более целеустремленно свои компетенции, стремиться к новым знаниям прежде всего, заниматься саморазвитием. Сейчас очень важны такие компетенции, как мы их называем soft skills, это не только освоение оборудования, да, каких-то вот таких навыков, hard skills, как мы их называем, но и таких компетенций, как коммуникабельность, может быть, освоение иностранных языков, потому что когда человек выходит на уже следующий уровень победителя, ему необходимо знание на площадках и английского языка, как минимум, да. Ну и сейчас нельзя освоить новое оборудование, тоже вот как бы не зная языков. Максим Георгиевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью» с гостем студии, руководителем управления регионального развития Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» Максимом Дмитриевым. Мы поговорили о развитии движения WorldSkills в республике. Оставайтесь с нами.